Здравствуйте, с вами «Агробизнес». Одно из значимых событий в деловой жизни республики произошло на этой неделе. Делегация Башкирии принимала участие в форуме «Сочи-2019». Подробнее об этом и не только расскажем сегодня в программе. Инвестсоглашения на сумму 40 миллиардов рублей подписаны уже в первый день проходящего в Сочи инвестфорума. А в научной лаборатории Башкирского государственного аграрного университета теперь аграрии могут заказать белковый паспорт на приобретаемые семена. И о доходогенерирующих проектах в сфере АПК расскажет гость студии. Соглашение на сумму 40 миллиардов рублей – это итоги работы первого дня инвестфорума в Сочи, прошедшего на этой неделе. Делегацию Республики Башкортостан возглавил Ради Хабиров. В основном новые контракты касались агропромышленного комплекса. Подробнее смотрите далее в сюжете. Интерактивная карта инвестиционных площадок. С ее помощью можно выбрать удобный для ведения бизнеса земельный участок или помещение для реализации будущего проекта. Это один из элементов на стенде Башкортостана, который представлен на инвестиционном форуме в Сочи. Экспозицию осмотрел Дмитрий Медведев. Премьер-министр высоко оценил представленные возможности для инвесторов. Буквально любой человек, даже не сведущий, подходит, очень удобно работать. Делегацию Башкортостана на инвестфоруме в Сочи возглавляет Ради Хабиров. Кроме участия в пленарном заседании, запланированы рабочие встречи, участие в дискуссиях и, конечно же, подписание соглашений как с крупными российскими, так и зарубежными компаниями. К примеру, в ближайшие годы в республике построят 6 животноводческих комплексов. Более интенсивным будет сотрудничество с холдингом «Сибур», Россельхозбанком, Внешэкономбанком и Фармстандартом. Здесь идет самая серьезная работа. Здесь каждая республика, каждое крупное предприятие показывает, как говорится, товар лицом. Презентует себя, предлагает, назначаются встречи, завязываются деловые контакты. И что важно, что уже форум как бы является в некотором смысле апофеозом большой, кропотливой предварительной работы к подписанию соглашений. Вот мы сегодня подписали целый ряд соглашений. В общей сложности где-то за 40 миллиардов в наших намерениях и соглашениях инвестиций предусмотрено. Ну а главная задача, которая стоит перед делегацией республики на Сочинском форуме – приобрести новые деловые связи. И здесь конкуренция за инвестиции жесткая, отметил руководитель региона. Отмечу, что главная тема инвестфорума в этом году – это реализация национальных проектов. А это значит в перспективе новые рабочие места, производство и выгодные для республики контракты. На инвестиционном форуме в городе Сочи, который прошел в эти дни, принимал участие заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Ильдусович Фазрахманов. В рамках данного инвестиционного форума были подписаны 4 инвестиционных соглашения. Именно 3 соглашения об инвестиционных намерениях и 1 инвестиционное соглашение. Соглашения были подписаны с 3 крупными агрохолдингами, которые уже представлены в Республике Башкортостан. Это итальянский агрохолдинг, крупнейший производитель говядины и мясных полуфабрикатов в Европе. Также это крупнейший производитель сырого молока в России и Европе. И третий – это агрохолдинг, который представлен очень широко в Республике Башкортостан, у которого имеется свое и комбикормовое производство, и мясное производство, и переработка. Ну а сейчас вернемся к другим новостям недели. Республика Башкортостан отмечена в числе лучших по маркировке и учету скота в стране. Напомним, в соответствии с новым законопроектом в части обеспечения ветеринарной безопасности владельцы самостоятельно либо с помощью иных лиц обязаны маркировать своих животных. То есть наносить татуировки, прикреплять бирки, чипировать и предоставлять информацию в организации, которые осуществляют учет животных. Предлагаемые законопроектом нормы позволят специалистам ветеринарной службы оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию с целью их устранения. Также данная мера позволит сократить расходы владельцев, связанные с лечением и гибелью животных. А в научной лаборатории при Башкирском государственном аграрном университете можно проверить качество семян. Республиканские аграрии сегодня при необходимости могут получить здесь так называемый белковый паспорт, подтверждающий сортовую чистоту производимых приобретаемых семян. Таким образом, сельхозтоваропроизводители и фермеры будут уверены в качестве и здоровье будущего урожая.
Сельхозтоваропроизводители при покупке семян, они всегда стараются выяснить качество семян. Для того, чтобы определить качество семян, можно применять методы электрофореза, вот которые в нашей лаборатории мы можем это провести. С помощью электрофореза мы выясняем, насколько сорт чист, нет ли там примесей, и таким образом производитель будет уверен в качестве покупаемых семян. Соответствует ли он паспорту сорта, нет ли там примесей, и таким образом он может и рассчитывать на высокий урожай. Большой интерес у аграриев республики вызывают зональные совещания по вопросам развития малых форм хозяйствования, на которых фермеры узнают о новых видах господдержки, о субсидировании оборудования и сельхозтехники, а также о реализации доходогенерирующих проектах в республике в рамках развития сельской кооперации. И сегодня у нас в гостях руководитель Центра сельхозконсультирования Республики Башкортостан Ирик Сакаев. Здравствуйте, Ирик Зуфарович. Здравствуйте. Расскажите, вот на этих зональных совещаниях чаще всего с какими вопросами обращаются к вам аграрии? Да, действительно, в последнее время Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Центр сельхозконсультирования проводят очень большое количество таких обучающих совещаний, мероприятий. Самое большее, наверное, количество вопросов – это какое направление сельхозпереработки, сельхозпроизводства подлежит грантовой поддержке и подлежит субсидированию. Есть вопросы правильного освоения полученных грантов, есть вопросы помощи и сопровождения при реализации сельхозпродукции. Именно очень большой интерес вызывает нацпроект, который будет приниматься летом этого года и будет работать до 2024 года. А какие у вас планы на этот год по реализации ДГП проекта? Как мы знаем, проект ДГП запущен в 2018 году. Все-таки оно считается запущенным. Заработавшись проектом, 116 кооперативов получили господдержку. Общая стоимость проекта составила 357 миллионов, где 57 миллионов – это доля софинансирования самих пайщиков, самих сельхозтоваропроизводителей. Поэтому в 2019 году мы уже четко понимаем, что нам надо делать. В январе месяце провели более 260 обучающих мероприятий по всей республике. Порядка 300 сельских поселений приняли участие. И на сегодняшний день сформировано 320 инициативных групп, где объединены порядка 3000 участников инициативных групп. В январе, феврале мы их подготавливаем как конкурсным мероприятием и надеемся, что в начале марта Минсельхоз проведет конкурс по отбору участников доходогенерирующих проектов на 2019 год. А кроме этих мероприятий, возможно, у вас еще есть какие-то обучающие семинары и еще какие-то обучающие мероприятия? Да, конечно. Как центр компетенции мы не только занимаемся созданием кооперативов, а пытаемся их полноценно сопроводить. 5-6 марта планируем провести такой экспресс-курс обучающий по программе «Кооперативное управление», где хотим собрать всех председателей кооперативов, им объяснить курс от самого начала регистрации кооператива и до выхода готовой продукции, чтобы они не делали ошибок. Возможно, какие-то проблемы существуют в ходе реализации ДГП-проектов? Проект ДГП, он пока единственный в Российской Федерации, и никто его нигде не апробировал, и нет там готовых решений. Естественно, возникают проблемы. Это в первую очередь мы запустили изменения в 254-е постановление правительства Республики Башкортостан. Там были некоторые неточности, некоторые недоработки, скажем так, которые не позволяли полностью 100% внедрять этот проект в жизнь. Не были прописаны правила приобретения товаров на гранты. Чтобы не допустить нецелевое освоение, мы в этом плане сейчас прорабатываем и видим тоже проблемы, поэтому пытаемся их исправлять. В этом мы видим наше предназначение именно в части помощи и пытаемся оказать помощь. Вы сказали, что мы первые в России по реализации данного проекта. Насколько мне известно, вы недавно выступали, делились опытом с крымскими коллегами. Какие там вопросы были? Да, крымские коллеги, увидев рейтинг за 2018 год, где мы являемся первыми,
пригласили поделиться опытом. Были главы районов, главы сельских поселений, фермеры. Они изучали наш опыт, они спрашивали, как мы выстроили работу, именно на что делали упор. Вопросы разные, много. 4 часа я выступал перед коллегами. Это было в форме беседы. Замминистра сельского хозяйства Республики Крым меня сопровождал. Были специалисты, коллеги Крымского центра консультирования. То есть я увидел тот потенциал, им подсказал то, что я вижу, исходя из тех данных, которые мне дали. Они сказали, что вот это очень эффективное мероприятие мы с ними провели. За что им тоже благодарен, потому что я там смотрю, сам тоже учусь. Они озвучивают, ищут решение к этим вопросам, на что мы не обращаем внимания, условно говоря так. Поэтому, да, вот отработали, приехали с удовольствием поделиться опытом с коллегами из Крыма. И все-таки вот сами вы считаете, в чем секрет успеха вот этого направления именно вот нашей республики? Ну, успех мы будем видеть, скажем, через год, когда они начнут производить продукции в более больших объемах. Но на сегодняшний день мы все-таки вышли в народ. Мы прошли пешком практически все сельские поселения. За 2 года мы через себя пропустили более десятка тысяч сельхозтоваропроизводителей. Ну, изначально, наверное, было какое-то недоверие, а сейчас уже картина совершенно по-другому поменялась, Вы абсолютно правы. Вот в прошлом году задавали такие вопросы, что вот это колхоз, что ли, это возврат к прошлому, что ли. В этом году ни одного такого вопроса нет. Все вот осознанно, все с пониманием. Уже люди наслышаны успехом тех кооперативов, которые получили деньги, которые получили господдержку. Они видят в этом эффект. Поэтому, когда появляются успешные кооперативы, когда появляется история успеха, вопросы совсем другие. Нельзя не отметить ту поддержку, которую оказывает республика в этом направлении. Беспрецедентная поддержка, потому что в год заложено до миллиарда рублей господдержки, включая республиканскую, порядка 400 миллионов рублей. Но такого в других регионах нет. Все прекрасно понимают, что государство за них бизнес делать не будет, но государство готово им помочь именно в организации бизнеса. Хорошо, а какие чаще всего направления выбирают аграрии? Самые большие – это вот молочно-мясное направление. Но это и понятно, потому что Республика Башкортостан лидер по количеству поголовья КРС, по количеству поголовья МРС, там лошадей. Да, есть интересные направления, допустим, дает толчок вот по переработке шерсти, именно кооперативное движение дает толчок по переработке шерсти. Надо отметить, очень активизировались медовики. Вот у них доверие друг к другу было большое в прошлом году. В этом году мы ожидаем всплеск именно объединения в кооперативы медовиков, именно пчеловодов. Объединяются сельчане, у которых вот 50, 60, 100, 200 ульев. Они из себя еще промышленное пчеловодство не представляют, но у них, у каждого есть энное количество меда, который они добыли за сезон. Направление интересное, мы считаем, это лекарственные травы. И иван-чай, я уже говорил в прошлом году, вот это направление набирает еще больше оборот, потому что понимают, что это востребовано. Ну и у нас республика богата травами. Да, кипрей, трава кипрей, из которой делает иван-чай, она у нас совсем другое, говорят, совсем другого качества. От него чай получается вкуснее. Ну, наверное, потому что все родное, все наше. Эрик Зуфарович, расскажите, а как у нас ведется работа по защите авторских прав? Ну, сказать, что вот прям защита авторских прав, мы на это как-то серьезно обращаем внимание, хотя есть кооперативы, потребительские кооперативы, которые озабочены тем, чтобы забрендировать за собой наименование кооператива. Многие кооперативы на это обращают внимание, потому что понимают, что производят высококачественную продукцию. Они понимают, что это может стать предметом подделки. Чтобы избежать этого, они идут и фиксируют свой товарный знак. Уже несколько кооперативов, которые на полке мы видим, они уже узнаваемые, да. И надеюсь, что за счет кооперативов, за счет кооперации все-таки мы сделаем Республику Башкортостан сырной столицей Российской Федерации. Спасибо большое, Эрик Зуфарович, что нашли время прийти в нашу студию и ответить на наши вопросы. Спасибо. А я напоминаю, о доходогенерирующих проектах в сфере АПК мы беседовали с руководителем Центра сельхозконсультирования Республики Башкортостан Ириком Сакаевым. Ну и на этом
этом сегодня все. С вами была программа «Агробизнес», в студии Роза Хузина. До новых встреч в эфире.